Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Шара. Сегодня под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бганба состоялось заседание Совета безопасности Абхазии. Члены Совбеза обсудили меры по предотвращению появления и распространения в республике коронавирусной пневмонии. Кроме того, были обсуждены вопросы пересечения гражданами Абхазии государственной границы по реке Псо в связи с тем, что Российская Федерация вводит 18 марта до 1 мая запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну. По итогам заседания Валерий Бганба дал конкретные поручения министру здравоохранения и соцобеспечения Тамазу Цахнаке, а также министру иностранных дел Дауру Кове. Утвержден, как известно, вчера было принято постановление правительства Российской Федерации о мерах нераспространения данного вида заболевания, в связи с чем было принято решение в Российской Федерации об ограничении въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан. А в связи с этим сегодня в Министерстве иностранных дел прошла встреча заместителя министра иностранных дел Одиссея Бигвава с советником-посланником посольства Российской Федерации Максимом Литвиновым. И на встрече советник-посланник проинформировал заместителя министра иностранных дел о том, что данное ограничение будет распространяться также на граждан Республики Абхазия, у которых нет российского гражданства. То есть хотел бы пояснить, что у тех граждан Республики Абхазия, у которых есть в наличии российские паспорта, то есть их въезд на территорию Российской Федерации будет таким же, какой был прежде. Что касается граждан Республики Абхазия, которые находятся на территории Российской Федерации с абхазскими паспортами, то есть их въезд на территорию Республики Абхазия будет беспрепятственным. Согласно распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств. Кроме того, в рамках действующего распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказ получили 565 иностранцев. По решению Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции санитарно-эпидемиологическая служба республики проводит в общественном транспорте столицы регулярную профилактическую дезинфекцию. О мерах, предпринимаемых в целях безопасности от коронавируса COVID-19, в частности, шла речь на совещании, которое провел исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Канкварча с участием руководителей управления столичного здравоохранения. Как сообщает пресс-служба администрации столицы, по словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, симптомы у коронавируса схожи с гриппом и ОРВИ. Отличительной чертой является очень высокая температура, выраженная слабость и одышка, то есть человеку становится тяжело дышать. В Абхазии нет случаев коронавируса. В целях безопасности на сегодняшний день в столице отменены все массовые мероприятия, но по-прежнему остаются опасными места скопления людей, а именно центральный рынок, торговые центры, кафе и рестораны, а также свадебные церемонии. Алла Беляева назвала особенно опасным общественный транспорт, маршрутки, поезда, автобусы, троллейбусы. Дезинфектор санэпидстанции Левон Тополян рассказал, что на сегодняшний день 2 бригады обслуживают город, и этого вполне хватает. Прибывая на стоянку, автотранспорт подвергается влажной уборке, а затем дезинфекции. В аппарат заливается 100% хлор и обрабатывается весь салон, пол, сиденья, поручни. Медикаменты розданы во все городские больницы. Доставка противовирусных препаратов поставлена на поток, и все же инфекционная больница не готова к приему такого рода больных в случае необходимости, но работа и в этом направлении ведется. Специалисты просят в целях профилактики соблюдать меры предосторожности и просят граждан столицы по возможности воздерживаться от посещения мест скопления людей. Вопросы материально-технического, лекарственного и кадрового обеспечения лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции обсудились сегодня в Министерстве здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр Тамаз Цахнаке. Как было отмечено, на встрече республиканская больница укомплектована всеми необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Издан приказ Минздрава о приеме по этапной маршрутизации, изоляции и лечении больного коронавирусом, который выработан согласно всем рекомендациям протокола ВОЗ. Осуществляется дезинфекция транспорта. Поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии назвало фейком появившуюся в социальных сетях информацию о том, что лекарства от коронавируса будут распылять с вертолетов. Сообщалось, что якобы с 23 часов 17 марта до 5 часов утра 18 марта вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции. Также говорилось о том, что окна и балконы должны быть закрыты и что нельзя выходить на улицу. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье перенесены на неопределенную дату из-за ситуации с коронавирусом, сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Ковя. Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье должен был пройти 31 марта и 1 апреля. На какую дату перенесены переговоры, пока неизвестно. По подозрению в угоне автотранспортного средства и неподчинению милиции прошлой ночью были задержаны 4 граждан: Айнар Зухба, Мизан Зухба, Аслан Зухба и Гарри Авизба. Подробности в материале, предоставленном пресс-службой МВД. 16 марта примерно в 2 часа ночи в городе Сухум сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными совместно с сотрудниками первого отдела милиции УВД по городу Сухум в ходе проведения профилактических мероприятий на обслуживаемой территории была предпринята попытка остановки автомобиля Toyota Noax без государственных номерных знаков, которая двигалась с превышением скоростного режима. На законные требования сотрудников милиции водитель не отреагировал. Преследуя автотранспортное средство, в момент максимального сближения сотрудниками милиции был узнан пассажир Toyota Noax, житель города Сухум Аслан Зухба. На последующие требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия. В ходе дальнейшего преследования нарушителей по улице Гума в селе Яштуха Сухумского района сотрудниками милиции была предпринята попытка перекрыть дорогу движущемуся автомобилю, когда из Toyota Noax открыли прицельный огонь из автоматического оружия, в результате чего автомашина получила механические повреждения, но они продолжили преследование. В районе памятника «Танк» нарушители еще раз произвели обстрел и с места происшествия скрылись. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий автомобиль Toyota Noax был обнаружен сожженным в селе Каман Сухумского района. Установлено, что данный автомобиль принадлежал жителю города Сухум и был угнан в ночь на 12 марта 2020 года. По подозрению в совершении угона задержаны 4 жителей города Сухум: Зухба Айнара Миранович, 1987 года рождения, Зухба Мизана Миранович, 1984 года рождения, Зухба Аслан Игоревич, 1995 года рождения и Авицба Гарри Хюдарович, 1976 года рождения, которые во время задержания оказали сопротивление и предприняли бегство с целью скрыться, при этом пытались замаскировать в ближайшем сарае имеющееся при себе оружие. Согласно справке экспертов, изъятое оружие: автоматы системы Калашникова калибра 5,45 мм и 7,62 мм и патроны к ним в количестве 82 единицы. Пистолет «Викинг» калибра 9,19 мм и 16 патронов к нему технически исправны, к производству выстрелов пригодны, а также РГД-5 с запалом. Материал по данному факту будет переслан в прокуратуру Сухумского района. В отношении Мизана Зухба, Айнара Зухба, Аслана Зухба и Гарри Авизба сегодня прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия в составе группы лиц, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии. Уголовное дело в ближайшее время будет изъято из производства прокуратуры Сухумского района и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Электроэнергии, которую Абхазия получает из России по перетоку, хватит примерно на 10 дней, сообщает пресс-служба Республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». Общий объем поставок электроэнергии из России составляет 200 миллионов киловатт-часов. На сегодня потреблено более 175 миллионов киловатт-часов. На данный момент приток реки Ингур увеличился и составляет до 150 кубометров в секунду, а уровень воды в Жварском водохранилище достиг показателя 431 метр. Ветераны Народного форума Абхазия Айтгалара Алексей Гогуа, Надар Чанба, Тимур Азачукба, Алина Ачба, Марина Барцис, Роман Гвинжа, Роман Чанба и Руслан Гожба сделали обращение, в котором призвали народ республики в преддверии выборов сохранять спокойствие и мудрость. Мы, ветераны Айтгалара, признаем, что страна находится в глубоком кризисе, но у нас нет
Не может быть непреодолимых преград, потому что мы один народ, и у нас одна родина, которую мы должны любить, охранять и развивать, отмечается. В частности, в обращении ветераны выражают мнение, что отстаивание своей позиции любым путем недопустимо. Необходимо уважать мнение других. Только тогда будет возможно прийти к согласию и единству. Все действия должны соответствовать традициям народа. При этом также необходимо учитывать реалии сегодняшнего дня и день завтрашний, в котором предстоит жить новым поколениям. Завтра состоится очередное заседание Кабинета министров. В повестку дня вошли более 10 вопросов, из которых 4 касаются распределения земельных ресурсов. Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос об использовании средств резервного фонда правительства Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Сегодня в прямом эфире абхазского телевидения состоится пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии Аслана Бжаня и кандидатов в вице-президенты Бадры Гумба. Смотрите пресс-конференцию сразу после информационного выпуска Амши Кшара. В завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами слабый дождь, туман. Во второй половине дня возможен дождь, гроза. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью 2,7, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.